Я вас приветствую, уважаемые ютубозрители. Это снова я, а это снова вы. И я хотел бы поднять тему недавней гибели 14-летней девочки в селе Йодва на Ударе, которую загрыз дикое животное. То ли медведь, то ли волк. И тут споры. Охотники говорят, что это медведь. Скорее всего, по характерам повреждения. Но перед этим я расскажу одну историю. Несколько лет назад, 3 или 4 года, у меня один знакомый, охотник, вполне легально поехал на охоту, на медведя, купил все необходимые документы, все у него было заплачено, потратился на дорогу, то есть потратился на патроны, ну и так далее. То есть те, кто охотится, знают, какие там траты. В итоге путевку на отстрел медведя, то есть все документы у него были в порядке. Взял медведя, но те, кто знает, медведей нужно проверять. У нас очень много зараженных медведей, паразитами зараженных, там глисты у них, ну много всяких паразитов, они падаль кушают. И он отвез кусок мяса на экспертизу, экспертиза показала, что медведь заражен паразитами. И моего знакомого обязали кремировать данного медведя, притом не у себя на даче, там где-то в печке, в костре, а кремировать в специальной печи со специальными документами. Ну, он потратил около 100 тысяч, там, чтобы кремировать его на одном из заводов, где соответствующая печь и имелась. Но путевки все у него кончилось, то есть он потратился, просто остался в минусах. Что было раньше? А раньше было так. Дается документ на отстрел медведя, если медведь зараженный, документ продлевался, и ты мог брать дальше другого медведя. Это делалось для регуляции популяции, то есть охотхозяйство регулировало популяцию дикого зверя. То же самое и волки, то же самое, ну совсем было, со всем зверьем. У меня отец охотник, я сам с Книжпогоста. Отец частенько сдавал там какие-то вороньи лапки, еще какие-то лапки. Ну, то есть охотхозяйство вело контроль популяции вообще всего птицы и зверей и регулировало ее. Поэтому не было нападений диких животных. Сейчас популяция нерегулируемая, цены на путевки поднялись очень высоко. Просто человек сейчас не может охотиться. Ну, это очень дорого. Это сейчас развлечение для богатых охотов. И что мы видим? А видим, что нерегулируемая популяция зверей, которые стали выходить в населенные пункты. Почему? Потому что кушать нечего. В лесу им стали выходить на всякие помойки. Отсюда и в Прилуцком районе стая волков. В прошлом году в Максаковку выходили. Я тогда уже писал комментарии в интернете, что ждите жертв. Но чиновники, естественно, никаких действий не предпринимали. Тогда я им написал, что потому что чиновники у нас реально работают только после жертвоприношения. И нужна жертва, только тогда они делают что-то. Ну, то есть жертва принесена сейчас, ребенок погиб, ну, теперь нас и по телевидению показывают, теперь и чиновники зашевелились. А вот, например, читал один комментарий жителя Йодвы. Он говорил, что у них запрещено вот волков отстреливать. То есть они бы и рады бы сами регулировать популяцию, эту стаю, которая терроризирует эту Йодву уже не один год. Не один год люди видят эту стаю волков, но им нельзя ее отстреливать по закону. Так что ж, господа, думайте своей головой, что творится, как говорится, что делать и кто виноват. Такие комментарии я читаю, как животным кушать хочется, там, лес вырубается, им идти некуда. Ну, это бред полнейший, бред сивой кобылы. Всегда велся контроль популяции любых животных, в том числе там, всяких, начиная от бродячих собак в городе, заканчивая лесными зверями. Ну, теперь это не ведется, это экономически невыгодно, поэтому у нас и куча бродячих собак и нападения бродячих собак в городах, ну и зверь лесной, дикий стал выходить в населенные пункты. Первый вот это Йодва, ну ждите дальше, Жешерт, Емва, Синдар.
Летка, Усть-Кулом. Ждите дальше, скоро там начнется. Ну, пока люди не встанут, не возьмут свое оружие, а оружие там имеется, как легальное, так и нелегальное, просто боятся его потерять, боятся нарушить закон, потому что полиция сразу дичайшие штрафы накладывает. Но когда будут грызть эти животные их личных детей, вот этих людей, они возьмутся за оружие, и там начнутся опять какие-то противостояния с правоохранительными органами, это неизбежно. Поэтому все создается намеренно, все создается искусственно. Поэтому думайте на выборах вообще, за кого голосовать, за какую партию голосовать. Не голос, а партии жуликов и воров. Пока.